Сабит Джусупов из Казахстана против Чидиаса из Бразилии. Смотрим, бразилец в красных шортах, соответственно, очень сильно он выигрывает скорости. Здорово Сабит начинает эту встречу, сразу же подсек и здесь наткнулся уже на размашистый удар у бразильского спортсмена. Да, очень жесткое начало в исполнении Сабита Джусупова, но не стал преследовать оппонента на настиле. Очень много финтит бразильский спортсмен. Вновь прихватывает ногу. И здесь затянулась как-то эта ситуация, да, заряжался на удар справа Сабит Джусупов. И вскользь попадает оверхендом. Очень опасные удары у бразильского спортсмена. По корпусу короткий. Да, издалека начинает свои атаки, размашисто очень бьет Рилде Чидиас. Преимущество в длине рук и ног, оно просто колоссальное. Здорово подсекает, и нужно здесь включаться. Сабиту Джусупову поднимает бразильский спортсмен. Ничего критического он не пропустил, хотя один жесткий удар все-таки был. Клинч. Да, пока что перебивает, переигрывает за счет скорости Сабит Джусупов соперника. Бразилец креативный, хитрый. Поразительно отличаются бразильские драки. Продолжает прессинговать Джусупов. И подсказывает ему секунданный, что надо нагнетать, все время держать соперника в напряжении. Какой же пятый или шестой раз прихватил ногу соперника Сабит. Еще удар, пытался провести. Диас. Так, постепенно отваживает Сабит Джусупов соперника от ударов ногами. Каждая попытка ударить ногой заканчивается плачевно. Ложки тут же добавляет. Включается Сабит Джусупов. Теперь уже на коротке возвращает сопернику ущерб. Какой удар издалека, размашистый, но красиво же получилось. И падает вниз уже бразильский спортсмен, но необходимо включаться. Сабит почему-то не идет вперед и не добивает соперника. Очень интересный поединок. И отчасти странный. И двойка теперь на коротке заходит. Да, Сабит в принципе не намерен бороться в этом бою. Сколько раз он уже отправлял оппонента на настил, и каждый раз остается на ногах, дает ему встать. Сближается Джусупов. Здесь колено пробивает бразильский спортсмен. Да, учитывая преимущество в графометре, очень опасные колени у Рилдеча на ближней дистанции. Бои на турнире память Абдулманафа Нурмагомедова становятся все более и более серьезными. По-прежнему центр за Джусуповым. Да, и он продолжает в каждом эпизоде практически его переигрывать, вновь врывается на ближнюю, ну, за редким исключением. Но критического ущерба нанести не может. Айкик зашел. Частично и здесь сбрасывает и настил. Но опять борьбу не идет. Рубящий удар. Возможно, и апкики начнет пробивать, но нет, поднимается. Рилде Чидиас. Фронт-кик по воздуху. И сейчас после оверхенда была попытка провести бросок захватом головы, вернее шеи, но не получилось у Рилдеча. А силы бразилец не экономит. Очень много выбрасывает и энергозатратных ударов в том числе. И вновь пошли финты. Мимо цели, бросок. И необходимо развивать успех. Боковой контроль. Минута 15. Уже меньше до конца. С бокового удержания продолжает атаку Джусупов. Из этой позиции, об этом и говорят сейчас секунданты Сабита, можно поработать левым локтем. Можно сделать это очень эффективно и
Слима против Сабита Жусупова. Ахиллес против Скорпиона. Если отталкивается от прозвищ. Плотный хайкик, еще раз ногой бьет Рилдычи, попадает правым прямым, включает колени, просто ураган. Какой-то разбивает корпус сейчас, Сабит тут пытается вырваться. Во что бы то ни стало. Вот это начало второго раунда. И Забирает шею. Нет, не получается. Тут же поднимаются спортсмены. Все очень быстро меняется в этом поединке. Откуда столько сил у бразильца? Он идет вперед постоянно. Уже вынужденный тейкдаун со стороны Сабита Жусупова. А сейчас есть захват за шею, есть контроль. Будет ли здесь гильотина? По-моему, продолжает наступать кислород. И не собирается засыпать. Сабит Жусупов в этом моменте. Да, там закрыт замок. Знаете, на что это было похоже вот сейчас? Вот этот стук на старте второго раунда, на то, что начали заканчиваться силы у Рилдычи, и, возможно, он решил в лопат пойти и попытаться выиграть вот на первых же секундах второго раунда. Сейчас он продолжает тратить эти самые силы. Вкладывается, пытается все-таки завершить этот прием. Работаем! Не получается пока что у Сабита освободить голову. Но постепенно мы видим вот сейчас сантиметр за сантиметром. Да, не тот угол. Не хватает. И невнимательно. Рилдычи продолжает тратить силы. Здесь уже... Да, рефери уверен в том, что все в порядке с Сабитом. И практически ничего не происходит. Вот, освободил голову Сабит Жусупов. Гард закрыт и появляется возможность для нанесения удара. Рубящие удары локтем. Нет, не получается. Бороться не намерен. Сабит. Апкик. Очень длинные ноги у бразильца. Опасное оружие. И даже когда он находится на спине. Что же, продолжается второй раунд. Ну, дебют, естественно, остался с бразильцем, а вот сейчас есть возможность показать себя в атаке Сабита Жусупова. Левый снизу. Попал Сабит. Здесь вновь на сближении клинч. И правый прямой в челюсть попадает бразилец. Присел слегка и вновь пропускает одиночные правые прямые. Сабит Жусупов. А с прицелом-то все в порядке у Диаса. А вот теперь уже тейкдаун. И вновь попадает шея Сабита в капкан. Патовая ситуация. Ничего не происходит. Как же так? Одиночные правые прямые практически в статическом состоянии. И это говорит, кстати, тоже об усталости спортсмена из Казахстана. Да, здесь получается только контроль, но те удары от бразильца будут оцениваться явно выше. Это второй раунд, всего их будет 3. Хорошая позиция. Необходимо развивать успех Жусупову. Да, и по возможности проводить удар на концовку этого раунда. Первый раунд, скорее всего, судьи отдали Сабиту, но в этом раунде пока что, на мой взгляд, лидирует бразилец. Вот отличные удары получаются у Сабита Жусупова. Громкие и звонкие, но большого ущерба они не принесли. Коленом в голову здесь работать нельзя. А локтем можно, да. Последняя минута второго раунда. И вновь серия ударов локтем. Не может выбраться бразилец. Необходимо изыскивать резервы и наносить еще удары. А в гарде соперника оказывается Сабит. Здесь вот надо очень аккуратно ему действовать. И остерегаться апкейков опять же. Продолжается бой. Последние 30 секунд. Кто же будет лучше в этом отрезке раунда? Бразилец подбирается и вновь размашистый, но уже не такой быстрый, как раньше. Правый оверхенд. Да, получаются такие больше рабоче-крестьянские удары у бразильского спортсмена, но угрозы они по-прежнему. Да, и попадает Сабит. Отлично. Да, слева провел атаку. Качнул соперника. И вновь на ближней дистанции коленом отвечает бразилец правой навстречу от Сабита.
основном российские секунданты в углу у Рилдичи Салимы, в том числе и Богдан Гуськов. Не присаживается бразилец, остается на ногах. Ну а в углу Сабита Жусупова здесь активно колдует, восстанавливает дыхание. Эмоционалка в принципе. Выходим. Капа. Отлично. Ждем. Готов. Третий заключительный раунд. Еще 5 минут. Мы с вами увидим. Если, конечно, не будет досрочного завершения. Поехали. Человек активно перемещается, на ближнюю дистанцию подходит Рилдичи и размен ожесточенный на средний. Попадание с обеих сторон. Сейчас, да, кстати, вот иногда бразильцы, малоизвестные особенно, выполняют такие вещи в клетке, которые больше нигде не увидишь. Вот сейчас, например, акцентированный удар ногой по предплечью мы увидели. Да, причем это и не из КПР, и не из джиу-джитсу, это такое, что-то свое. Да, и вновь попытка выполнить гильотину. Оказывается на спине Рилдичи. Необходимо освобождать голову. Сабито. Подсказывают Сабито, что необходимо левой рукой отжаться от соперника и улучшить свою позицию. Нет, не удалось отключить руку. Максим Протасов указывает на то, что необходимо действовать активнее. Рилдичи практически ничего не делает. Вот сейчас начинает мастить. Но вот левой ногой Сабито было бы неплохо, когда обойти руку, отключить ее все-таки полноценно. А секунды тают. Время продолжает секунданты гнать вперед Сабито, требует от него активности, но не отпускает свой захват. Рилдичи. И тем временем у нас терпение Максима Протасова иссякло. Готов. Продолжается стойки бой. Все правильно делал рефери, абсолютно. И вновь оригинально с разножки. Молодец, Максим Протасов. Никаких претензий со стороны Рилдичи нет. Очень вовремя остановил и не получил лишний урон. Рилдичи Диас, а Сабит Жусупов выигрывает досрочно. Наше поздравление. Наткнулся на этот удар фактически. Длиннорукий, длинноногий Диас. Очень много было просто безумных разменов на средней ближней дистанции. Рано или поздно это должно было плохо для кого-то закончиться. Закончилось плохо для Рилдичи Диаса, который, ну, коэффициент был где-то 1 к 10, да, фаворитом был Сабит Жусупов. Он выигрывает, но бой очень непростой, очень волевой, с таким бойцовским характером бразилец. Поздравляем Сабита Жусупова. Ему пришлось нелегко. И тем приятнее, наверное, тот факт, что одерживает он победу именно досрочную нокаутом. Да, и хорошо, что нокаутом не глухим. Забарат Тупуков на наших экранах. Нурлан Сабуров, да, человек из другого мира, мира юмора. Но на самом деле Нурлан много занимался боксом и продолжает тренироваться, находится в хорошей форме. Пока все складывается хорошо для команды Орлан ММА Про Тим. Но так ли будет в главном бою вечера, где Владимир Минеев сразится с Дауреном Эрмековым за пояс чемпиона Fight Night Global? Свой пояс GC при этом Даурен на кон не ставит. И следующий бой, кстати, тоже супер интересный. И тоже будет представитель Орлан ММА Про Валентин Дасаев против Максима Буторина. У этого поединка, во всяком случае, вот на бумаге, потому как выступают спортсмены, есть, в общем, все шансы для того, чтобы стать одним из лучших.